Древнее село Селты. Его возраст перевалил за 4 века. За этот временной срок произошло много событий. Первые письменные упоминания о вятском поселении Сельты, именно так с мягкой буквы писалось ранее название села, появляются в государственных переписных листах с 1610 года. Название села происходит от названия маршрутно-родовой группы Сьолта, основавшей древнее поселение. На берегу реки Полвайки, среди дремучих и живописных лесов западного Придуралья, поселилось племя Калмез. Селтинская волость была образована в 1802 году и довольно продолжительное время, до конца XVIII века, входила в состав Малмыжского уезда Вятской губернии, где занимала по территории первое место. В XIX веке Селты были довольно крупным селом. Здесь располагались церковь, волостное правление, почтово-телеграфное отделение, земская больница и школа, 6 торговых предприятий. В начале XX века село Селты носило даже статус уездного города. Основной достопримечательностью села является государева дорога Сибирский тракт. Именно благодаря ему небольшое вятское поселение выросло до большого статусного села. Местные крестьяне, являясь государственными крепостными, несли так называемую подорожную повинность, которая налагалась на селение, расположенное вдоль Сибирского тракта. Сибирский тракт – великая дорога, изгибами проходит вдоль страны. Уходят вдаль куда-то верстовые, средь осени намокшие столбы. По сторонам березы вековые, и над полями крики журавлей. Кандальный звон звучал по всей России, когда ссылали лучших из людей. В центре села установлен памятный камень в честь русского писателя-революционера Александра Николаевича Радищева, проезжавшего через село в 1790 году. За смелость Радищева писать и говорить правду о тяжести порабощения русского крепостного крестьянства он был сослан в Сибирь на каторгу. Статус села получало поселение, на территории которого находилось культовое действующее сооружение – православный храм. В 1839 году была открыта деревянная Сергиевская церковь, позднее перестроена на каменную и переименованная в Пророка Ильинскую. Храм просуществовал ровно 100 лет. В селе имеется сохранившийся комплекс старинных купеческих домов, построенных на рубеже XIX-XX веков, представляющих архитектурное и историческое наследие села. Индивидуальная архитектура однозначно выделяет их в современной жизни села. Из архивных документов и из общения со старожилами были выявлены интересные факты. Стало известно, что ранее в селе жили купцы Булычевы, выходцы из города Нолинска Вятской губернии. В Селтах у них было свое хорошо отлаженное дело. Булычевы основали фабрику по закупке и переработке льна, имели мощную шерстобитку, пимокатный цех, паровую мельницу. Располагая огромным капиталом, имели свой пароход на Каме, приобретали для расширения производства новейшее по тем временам оборудование. Все теперь в истории, но селу есть о чем и о ком помнить. Селтинский район с центром в селе Селты образован на основании постановлений президиумов ЦИК от 15 июля 1929 года. С 5 марта 1963 года по 15 января 1965 года район был упразднен. Его территория относилась к Увинскому району. 16 января 1965 года вновь образован Селтинский район. Каждое место на земле уникально и неповторимо, и для каждого человека оно свое, будь то большой город, село или деревенька. Когда над полями, лесами, лугами рассвет над Селтами встает, здесь ранней порою, вечерней зарею работа повсюду идет. Край ты мой, край родной, Селтинская земля. Мне не надо земли другой.
главное богатство – это все-таки сам человек. Своим трудом, своими славными достижениями он отдает дань той земле, что родила и воспитала его. Аллея героев. Здесь в камне увековечены образы наших отважных земляков, защищавших Родину в годы Великой Отечественной войны. Силкинский район является малой родиной замечательных людей, чьи имена стали известны не только в районе или республике, но по всей России, а некоторые из них даже за рубежом. Среди наиболее известных имен ученый, доктор геолого-минералогических наук, профессор Николай Дмитриевич Соболев, генералы Семен Михайлович Субботин, Петр Иванович Гусев, Андрей Владимирович Халзаков, государственный советник юстиции 3-го класса Геннадий Алексеевич Яковлев, член Союза художников России Леонид Алексеевич Прозоров, писатели Михаил Матвеевич Иванов, Петр Александрович Блинов, композитор Герман Афанасьевич Карепанов, заслуженный артист РСФСР, дрессировщик Иван Федорович Кудрявцев, народный артист Удмуртии Григорий Потапович Овечкин, заслуженный артист России Юрий Сергеевич Шмаков, мастер спорта международного класса по спортивной ходьбе, рекордсмен мира Герман Анатольевич Скурыгин, рекордсмен мира в силовых видах спорта, самый сильный человек мира Иван Вениаминович Шутов, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса 1995-96 года. Бесконечна река времени. Одна власть сменяет другую, одним событием приходят на смену другие, но срок человеческой жизни так ограничен, незыблема лишь память поколений.